В Башкортостане действует особый противопожарный режим. Спасатели также следят за обстановкой на воде. О текущей ситуации мы поговорим с председателем регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кириллом Первовым. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, длинные майские выходные уже позади. И какая сейчас обстановка в связи с пожарами в республике и какая была в период майских выходных? Да, как раз как вы отметили, особый противопожарный режим в Республике Башкортостан введен еще в апреле. Это было связано с тем, что в этом году весна ранняя, и у нас достаточно рано начались и ландшафтные пожары. Поэтому в период майских праздников мы традиционно работали в режиме повышенной готовности. Надо сказать, что обстановка была достаточно стабильная, но, конечно, это происходило не само собой. Это результат работы многотысячного коллектива, который занимается обеспечением безопасности. То, что непосредственно касается техногенных пожаров, могу отметить, что с начала года у нас уже, к сожалению, 99 человек в техногенных пожарах погибли, поэтому в период майских праздников особенно большое внимание уделялось профилактике в жилье. Ежедневно наши профилактические группы работали с населением, в первую очередь обращали внимание на так называемую группу риска. Если посмотреть по статистике, то у нас гибнут в основном мужчины, это более 80%. Это часто пенсионеры, одиноко проживающие, ну и, конечно, в подавляющем большинстве случаев это вот неосторожное обращение с огнем, курение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому с этой категорией мы работаем особенно тщательно. А вот в лесах были какие-нибудь инциденты? За этот период у нас лесопожарная обстановка также была достаточно стабильная, всего был зафиксирован один лесной пожар в Бурзянском районе. Случаи загорания травы, ландшафтных пожаров были, но вот, например, уже за вчерашний день их не было зафиксировано. А всего с начала года уже произошло более 230 ландшафтных пожаров. К счастью, они все были оперативно потушены в течение одного дня. Скорее всего, это тоже неосторожное обращение с огнем, да, из-за чего возник там пожар. Ну, я имею в виду Бурзянском районе. Да, и если брать природные пожары, то здесь тоже человеческий фактор в подавляющем большинстве. То есть кто-то начинает сжигать мусор, несмотря на то, что даже у нас особый противопожарный режим действует. Да? Кто-то просто выкинул окурок из проезжающей машины, и это все может привести к достаточно большой трагедии. Вы помните, у нас вот в этом году самый большой ландшафтный пожар был в Хайбунском районе, который перешел нам с территории Оренбургской области, и в том случае также это был человеческий фактор. Вот что бы вы хотели бы порекомендовать как раз гражданам Башкортостана, чтобы не возникало вот таких вот эксцессов? Ну, то, что касается техногенных пожаров, конечно, нужно вообще отказаться от курения дома. Это раз. Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Следить за состоянием электропроводки, потому что достаточно часто бывает тоже перегруз проводки причиной пожаров. Ну и, конечно же, установить у себя дома автономный пожарный извещатель. Мы знаем уже, насколько он эффективен. Более 1200 жизней уже благодаря им спасено. Поэтому, во-первых, каждый гражданин может обратиться в наш центр профилактики. У нас более 16 категорий действует, где можно бесплатно получить этот автономный пожарный извещатель. Ну и, конечно же, мы уже рекомендуем и более современные средства. Это, например, извещатель с GSM-модулем, который не только подаст громкий сигнал, но и может оповестить до 5 абонентов. И, соответственно, также можно оперативно среагировать на возникающее задымление, да, и не допустить развития пожара. В республике уже с прошлого года в 4 пилотных зонах также бесплатно выдаются автономные пожарные извещатели с GSM-модулем. Это для граждан, страдающих нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха. А в этом году мы также летом уже планируем приступить в нескольких пилотных зонах к выдаче таких автономных пожарных извещателей с GSM-модулем для семей, которые находятся в социально опасном положении. А вот по поводу природных пожаров, я имею в виду в лесах, там, что бы вы порекомендовали, допустим, даже туристам, не знаю, нашим путешественникам, которые любят путешествовать? Ну, знаете, вот здесь действует особый противопожарный режим, он как действует и на территории населенных пунктов, так и в лесах. В этот период мы знаем, что вообще запрещено разведение открытого огня, сжигание какого-либо мусора, поэтому здесь необходимо просто отказаться от использования открытого огня, и тогда и вы сами будете в безопасности, и самое главное, это позволит сохранить природную среду. Ну и напоминаю, что в период действия особо противопожарного режима все штрафы увеличиваются в 2 раза. В этом году уже более 500 протоколов составлено за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в период особо противопожарного режима. А штрафы в данном случае начинаются от 10 тысяч рублей для граждан и от 60 тысяч это для юридических лиц. В том числе и мангалы открыты, как я полагаю, да?
Да, но мы уже как говорили, то есть разведение открытого огня, это что в бочке, что в мангале, разведение открытого огня запрещено. То есть можно использовать только мангал стационарный у себя на территории для приготовления пищи. И как мы уже говорили, что для этого можно использовать только угли, для того, чтобы не было открытого огня. Что касается ситуации на водоемах, реках, вот там какая сейчас обстановка была в период майских праздников и сейчас на данный момент? Да, но сейчас мы видим, что уже рыбаки также начали выходить на водоемы. К сожалению, у нас были и трагические случаи, поэтому здесь всех призываем, во-первых, соблюдать меры безопасности. Если вы отправляетесь на рыбалку, то ни в коем случае нельзя это делать в состоянии алкогольного опьянения одному и контролировать безопасность на водоеме, где вы находитесь. Для того, чтобы профилактировать различные происшествия, также наши спасатели продолжают работу на водоемах. Буквально за прошедшую неделю около 30 этих рейдов было проведено, в ходе которых как раз мы рыбакам объясняем правила поведения на водных объектах. Ну и вы знаете, что Республика Башкортостан достаточно популярное место отдыха у водных туристов. Для обеспечения их безопасности мы на опасных участках горных рек уже с начала апреля начали дежурство, организовали временные спасательные посты. И можно сказать, что буквально только за период майских праздников более 1500 туристов прошло. К сожалению, были и происшествия. В 10 случаях удалось спасателям своевременно спасти туристов. И в одном случае, это незарегистрированная группа была у нас из Свердловской области, мужчина 69 лет, к сожалению, утонул. И для того, чтобы таких трагедий не допускать, конечно, мы всем рекомендуем, во-первых, обязательно пройти регистрацию до отправления на маршрут, обязательно проверить экипировку, то есть это обязательно должно быть наличие спасательного жилета, каски. И опасные участки обязательно нужно сначала проходить пешим порядком, уточнять там обстановку и их проходить со страховкой. Вот как раз в том случае, когда утонул мужчина, эта группа была не зарегистрирована, сам катамаран и сами туристы не были должным образом подготовлены, что привело к тому, что даже не на самом опасном участке реки мужчина выпал просто с катамарана и, к сожалению, погиб. А вот что касается уровня рек, я имею в виду по метражу, сейчас критический или нормальный уровень, вот расскажите. В этом году у нас весна была достаточно ранняя. Вы помните, что еще в середине марта у нас уже прошел ледоход, и вот более месяца на достаточно высоком уровне реки находились, но при этом они в последние недели уже все были в пойме. У нас был на контроле один участок перелива автодороги, ведущих к Садовым товариществам в городе Уфе. И буквально вот сегодня он снят с контроля, то есть мы можем говорить о том, что у нас паводок полностью завершен. Ну и в целом, какое количество, я имею в виду число спасателей, сейчас обеспечивают безопасность и наготове в случае, допустим, природных пожаров и других катаклизмов, расскажите. Ну, у нас есть республиканский план тушения ландшафтных пожаров, в котором прописаны все силы и средства, которые могут привлекаться. В соответствии с данным планом более 10 тысяч человек и 3000 единиц техники может быть привлечено к тушению природных пожаров. Ну и, конечно, все вы помните, что у нас на круглосуточном дежурстве находится наш республиканский пожарно-спасательный вертолет, который также может быть применен буквально вот на прошедшей неделе, когда был крупный пожар в административно-складском здании в городе Уфе. Этот вертолет также применялся, в том числе и для тушения техногенного пожара. То есть все на контроле, и, естественно, если что не дай бог, что-то да произойдет, то в случае чего спасатели выйдут на место происшествия. Да, пожарные и спасатели всегда готовятся традиционно по наихудшему варианту развития событий, но если вы попали в какую-то опасную ситуацию, то позвоните на 112, и вам обязательно помогут. Но прогнозы сейчас, вот у вас есть какие-либо прогнозы по, я имею в виду, на конец мая, вот на текущий период? Сейчас пока что все нормально, да, как вы думаете? Ну, я могу сказать, что, знаете, прогноз дело неблагодарное. На самом деле, то, что касается погодных условий, где-то буквально от 2 до 5 дней можем получить прогноз, который с высокой степенью оправдываемости будет. Поэтому мы, еще раз говорю, что готовиться по наихудшему варианту развития событий. Даже если будет высокий класс пожарной опасности, засушливое лето, то мы готовы к реагированию на такие происшествия. И могу сказать, что здесь пожарные спасатели не одни. У нас в Башкортостане традиционно активно и волонтеры откликаются. И мы помним, когда были достаточно крупные природные пожары, то здесь помогало и местное население, и волонтеры. Поэтому совместно мы эти смогли сложные ситуации решить. Самое главное, не пострадали люди.
Благодарю Кирилла Сергеевича за беседу. А я напомню, у нас в гостях был председатель регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Перлов. Это была программа интервью. До свидания и до скорой встречи.